Ишмаяти. Так, Юртер Колхозник спрашивает, что думаешь о Навальном? Я считаю, я абсолютно убежден в этом. Навальный, у меня есть информация, еще когда я жил в Москве, что Навальный встречается там с этим, с Медведевым, там проводили там консультации. Это креатура Кремля. Это, помните, молодой Ельцин такой был. Это такой уже типа человек, который, когда завтра наступит час X, и если он наступит, ну, они готовят все варианты, да, это Россия, да, она империя, у нее многовековая история, и они готовятся, особенно КГБшники, они такие матерые, такие ушлые парни, которые всегда думают, как бы соскочить, да, и как бы всегда не отвечать за то, что они сегодня делают. Всегда у них есть агентура, которыми они манипулируют, да. И точно так же был Ельцин, который в 91 году хотели штурмовать Лубянку, и Ельцин сказал, мы же не будем штурмовать, есть видео, между прочим. И он прям настаивает, мы же не пойдем, потому что надо было взять эти архивы, и тогда бы земля, Россия изменилась бы 100%, провести иллюстрацию и так далее. Я думаю, в этот раз было бы хорошо, чтобы на этот раз довели дело до конца, они не оставили на полпути это все дело. Поэтому я считаю, что Навальный такой же человек. Навальный это абсолютный проект Кремля, это симулятор, искусственно созданный этот политик, который в 2011 году, в 2012 году, я тогда еще ходил на эти митинги в Москве, слил он, Ксюша Собчак, вот это там Гудков-младший, это все это симулякры, это не свободные люди. Они свободные люди, они приведут к тому же, система не изменится, вывеска изменится, там, как меняется ФСК, ФСБ, НКВД, КГБ, там, ЧК, как они там называют, также там Российская Федерация, там станет какое-нибудь другим названием, но русский народ останется в рабстве. Это должны понимать. Соответственно, если останется русский народ, мы, чеченцы, тоже будем находиться постоянно. И то же самое касается и украинцев, и грузин, и всех остальных. Докуда у них будут силы дотягиваться. Поэтому Навальный это человек, который на фашистских русских маршах оскорблял мусульман, кавказцев и так далее. Я не знаю. Да, Джонни МакАлистер. Навальный был в составе гендиректора Аэрофлота раньше. Навальный, это я рассказывал эту историю в 2011-2012 году, когда они сливали митинги, когда люди хотели остаться, пойти на Красную площадь, на площади Сахарова, мы тогда все собрались и хотели остаться. И Навальный сливал эти митинги и говорил, не, мы не пойдем. И после того, как слили эти митинги, тогда около 100 тысяч человек в Москве вышло. И если бы эти люди остались бы, нашелся бы лидер, к этим 100 тысячам присоединились бы еще 100 тысяч, еще 1 миллион человек. Абсолютно в этом убежден. Но тогда Навальный слил этот митинг, и он получил, не один Навальный, их там много было, и он получил вот в Аэрофлоте, ему совладелец новой газеты, да, такая газетка есть, которая тоже себя позиционирует очень свободной там, и так далее, генерал КГБ Лебедев, дал ему акции, я помню, эта информация была открыта, ее печатали. Поэтому Навальный это симулятор, с которым нам лично иметь дело не стоит.